История наука весьма противоречива, потому что в отличие от точных наук имеет очень низкую доказательную базу, а в основном опирается на какие-то сказания, предания, рассказы и домыслы. Вот по одному из таких преданий деревня Кряж-Серда появилась в XIII-XIV веках. Именно сюда бежали народы, гонимые монгольскими завоевателями. Но на момент большого переселения якобы здесь, в непроходимых лесах, уже жили люди. Но что это был за народ и какого вероисповедания, никому ничего не известно. Этот народный обычай в деревне Кряж-Серда своими корнями уходит в глубокое прошлое. Праздник красных яиц, что на татарском звучит как «Кызыл юмырка бейраме», сельские жители отмечают ранней весной. Обычай чем-то схож с православной Пасхой, но имеет свои языческие элементы, которые сохранились только у татар-кряшин. Рус дини буенча үлгәннән искә алганда күбрәк чиркәүгә йөргә кушалар. Ә бездә күбрәк таба исе чыгару мәсәлән, ягъни табада ризык пешәргә тиеш өйдә үлгәннән искә алганда, ана соң зиратка барганда ризык белән барырга тырышканнар безнең элекке халык инде каберләргә ярмалар сипкәннәр. Бездә үлеләр өчен махсус мунчалар якканнар. Бездә менә бу элекке мәҗүси элементлар керәшеннәрдә, чуашлардагы, марилардагы шикелле нык көч сакланып килгән. Жители кряшинских деревень уверены, что их далекие предки были из числа древних тюркских народов и, в отличие от татар, вплоть до христианизации оставались язычниками, а потому имеют весьма посредственное отношение к татарам-мусульманам и татарскому народу. Но это связано с тем, что они приняли христианцев в период, когда у татаров еще исламизация шла только не очень глубоко, и был такой двойственный синкретизм религиозный. А у татар-мусульман исламизация пошла дальше, и она постепенно нивелировала, вытеснила эти элементы языческой культуры. Но для историков все намного прозаичнее. Загадочные кряшинские праздники – это действительно уникальное культурное явление. И их главная особенность заключается в том, что их смогли сохранить именно крещенные татары, которые как бы оказались на стыке сразу нескольких культур. Историки уверены, что христианизация изменила быт, образ жизни татар, но главный культурный маркер, который является определяющим в вопросах этничности, у крещенных татар остался неизменным. Это родной татарский язык. Язык у них даже нет отдельного кряшинского диалекта. Есть говоры кряшин. Причем говоры у них фактически дублируют говоры татар, то есть татар той территории, где проживают кряшины. По мнению экспертов, сегодня в России проживает свыше 250 тысяч татар-кряшин. Чуть более 30 тысяч из них во время прошлой переписи населения указали, что являются представителями отдельной нации. Историки действительно выделяют кряшин в отдельный субэтнос, но в составе одного единого татарского народа, так как именно это определение считают самым верным, которое опирается на серьезную доказательную базу, на археологические, этнографические и лингвистические источники, а не на домыслы, сказки и предания. Те кряшины, которые сегодня существуют, это группа, которая сформировалась с периода завоевания Казанского ханства Московским царством. То есть со второй половины XVI века формировались. Есть две группы кряшин. Одна называется старокрещенные. Они начали возникать сразу после завоевания. И до 17 века те, которые были крещены, есть новокрещенные, которые были христианизированы в 18 веке. Мой папа это рассказывал. Он помнил, мне рассказывал, что наш прапрапрадед был Мусой, звали, он здесь есть, его крестили и назвали Моисеем. Он всю жизнь искал информацию о своем роде. Его родная деревня Хазисаново Кайбицкого района всегда считалась кряшинской. Вячеслав Власович изучил древние акты Госархива в Москве, где нашел информацию о переписи населения его деревни, раньше эта процедура называлась ревизией, которая была проведена в 1776 году. В 1741 году, 11 сентября, издается указ уже Елизаветы Петровной. И началось массовое крещение. Там указано
крестьянстве дополнительно земли дать, некрасивых отнимать, Мурзов лапти надевать. Я лично понимаю, мы есть татары. Религия и этнос – это разные вещи. Kireçin oğlunda yaşay, etiye neyse kireçin, ben niçin özümden Tatar deyip yazdıram. Özümüzün yulalarımız var indi. Özümüzün yulalar var indi. Ondan sonra Rus'a kuşalar mı? Biz bulgandan sonra Tatar'a kuşalar mı? Rus'alar şeyinde Rus kireçin deyip yazılabız. Среди кряшин до сих пор бытует миф, что записавшись в переписи отдельным этносом, как кряшины, они в итоге все равно будут с татарами вместе. Biz Krashin deb yazılabız, lekin biz Tatar milletinin sastavı bolup kalabız. Biz Tatarlar общий исәпкә Tatarlar исәбенә керәбез бит инде без анда. Biz Tatarı в том числе Krashin дип айрым юл белән барабыз. Общий Татарның милләтенең санын сакларга ярдәм итәбез. Юк. Саналган вакытта айрым саналачак. Мен мәсәлән беренче ишетәм. Есть даже такая тенденция. Церковь пытается их окончательно отделить от татар, считая, что это подталкивает их к тому, чтобы они были признаны отдельным народом. Мы такую политику не можем поддерживать, но это, я не думаю, что это кряшинам пойдет на пользу. Потому что пока их вообще-то поддерживает не московская там группа вот такая, а Татарстан поддерживает. Перепись населения, конечно же, будет иметь свои статистические погрешности. Но каждый должен понимать, что на основе этих данных будут приниматься весьма серьезные решения, которые отразятся на жизни каждого этноса. Нужна ли национальная школа, нужна ли национальная газета, национальный центр для малочисленного народа в несколько тысяч человек. Кряшинские поэты, писатели, они стали классиками татарской литературы, артисты там на эстраде, в театре. У них есть фольклорный ансамбль, Берменчик, культурный центр. Ни у одной этнической группы, ни одной народности, которая проживает в республике, такого нету. Они не чувствуют себя ущемленными внутри большой вот татарской семьи. Ильзира Юзаева, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.